Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць наш жывы эфір праз соцсеткі, ВКонтакце, Аднакласнікі і Фейсбук, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz. Рэдактарка bel.biz Юлія Няхай у нашай студыі, як заўжды, па пятніцах у 2 гадзіны. Прывітанне, Юлія. Прывітанне. І я думаю, што ўсе, хто нас зараз глядзіць, заўважылі, што за вакном ужо сакавік, а менавіта 15 сакавіка, а значыць, самы час рыхтавацца да лета. Можа, ўжо нават і позна. Вось. І сёння мы запрасілі да нас у стартапніцу Валянціна Завадскага, CEO, фаундара стартапа «Трейнер», які якраз дапамагае, я так думаю, да лета схуднець. Прывітанне, Валянцін. Привет всем. Вот першае маё пытанне, ў прынцыпе, ляжыць на паверхні. Зараз гэтых фітнес-трекераў розных, прыкладанняў для трэнажорных залаў, іх проста вот выше крышы, да? І тут вы со сваім трэнерам. Як это ввогуле разумець? На что вы различиваете? Между собой мы называем его тренер, так немножко с белорусским акцентом. Тренер. Да, то есть не на английском. Вообще история проекта начинается с моей персональной истории. Я как любой уважающий себя инженер, который много сидел в офисе, не занимался ничем, вот, в какое-то момент времени начал полнеть и пошел в зал. И я ходил в зал порядка года. Пробачьте, не могу вас не перебить. Як любой уважающий себя инженер сидел в офисе и не занимался ничем. Это просто прекрасно. Я так и знал, что вы, программеры, сидите в офисах и не занимаетесь ничем. Конечно, да. За это мы еще деньги платим. Вот. Ладно, пробачьте. Конечно. И после этого я долго ходил в зал, где-то порядка полутора лет. И в какой-то момент времени мы с моим тренером нашли, как называется, химию, то есть у нас пришла химия, и мы начали много обсуждать технологии, какие-то подходы, вот, и поняли, что на самом деле персональных тренеров можно заменить на алгоритмы, они же делают очень много. На эту подею думку отреагировал ваш тренер. Мы говорим, что никогда же не будет полной замены всего, да, то есть так же, как таксиста будет какой-то большой переход и все такое, вот, но тем не менее можно помочь каким-то очень простым вещах, алгоритмами, чтобы смотреть, как человек занимается и прочее, они уже делали более сложные операции, да, то есть, и они таким образом могли тренировать больше и больше людей. Собственно, так и развивать наши идеи нашего продукта. Тренер не знікае з трэнажорнага зала, але робіцца таким ментарам, не ведаю. Да. І яго працяг яго рук, не ведаю яго голаса, там всего вот этого вот, гэта прыкладанне. Тренер. В идеальном мире тренер сидит где-нибудь дома или, наверное, на Бали, вот, пьет какао и смотрит, как его подопечный занимается с нашим продуктом, вот, и дает им какие-то рекомендации, возможно, что-нибудь такое. А пишите продукт тады. То бок там есть как минимум некий графичный, не видно, интерфейс, видеокамера, экран. Мы начали с того, что есть такая технология, называется «умное зеркало», абсолютно маркетинговое название, ума там нету никакого, это, по сути, просто экран со специальным стеклом, который пропускает определенные виды, полупропускает лучи. Вот. И мы взяли умное зеркало, прилепили к нему камеру, и, по сути, это наш проект, в котором мы смотрим через камеру, как вы занимаетесь, и показываем вам в режиме дополненной реальности какой-то фидбэк, как вы занимаетесь, делаете что-то там. А можете пояснить все-таки, что именно он трекает? То есть это... давайте так, а что трекает ваш тренер, когда вы занимаетесь? Он ставит... Вообще задача тренера — поставить технику. Так. Да, потом он, допустим, может мне дать индивидуальную рекомендацию о том, что мне нужно делать столько-то подходов, делать такой интервал между сетами, либо, допустим, продумать мне какую-то круговую тренировку и прочее. Но самое главное — это техника. То же самое, то есть, по сути, мы пытаемся заменить собой тренера, то есть, лучше всего, то есть, мы смотрим на вас через камеру, да, трекаем, как вы делаете технику, где-то, возможно, вы там заваливаете локоть или там вываливаете там колено за носок, вот, считаем количество ваших повторений, что обычно тренеры не делают или говорят, там, типа, ты сделал больше, ты прямо видишь там 5, 4, 3, 2, вот, и даем тебе программу, говорим, то есть, у тебя сегодня программа такая, ты занимайся таким образом. То есть можно ставить программы там на похудение, на рост мышц и прочее? Да, то есть, у вас есть мобильное приложение, которым вы можете контролировать со самого зеркала, и, по сути, дальше вы приходите, говорите, это я, показываете зеркало, там QR-код, и он говорит, сегодня у вас такая программа, давайте заниматься. И сколько вы, получается, составили таких индивидуальных программ для того, чтобы
Сейчас мы сфокусированы больше не на программах, а скорее на самой технологии вот этого вот пока реального обратной связи в реальном времени, потому что оказалось, что сама технология достаточно новая, не кажется, в этом мире ее то ли никто не делал, то ли... Именно смарт-зеркало, да? Да, Или... потому что, то есть сама проблема очень интересная, потому что когда ты смотришь человека через камеру, находишь, допустим, его глаза и показываешь их в режиме реального времени на зеркале, то вот все вот кажется, там, компьютеры супер быстрые в наше время, они там в тысячи миллиарды раз быстрее, чем все остальное, но даже этого в текущее время не хватает, чтобы вот успевать показывать глаза и прочее. Поэтому мы сейчас фокусируемся больше на решении такой технической проблемы, а из-за этой технической проблемы дальше мы будем развивать как бы шоу-кейс самой технологии и уже дальше. Потому что, в принципе, эти технологии можно применить в рекламу, если вы захотите, и все такое. Ведаеце, у мяне поўнае адчуванне таго, што будучыня прыходзіць. Уже наступила она. Да? То бок у трэнажорнай зале, зараз у рэдкай трэнажорнай зале няма люстэрка. Да, там паўсюль вісяць люстэркі. І яны прызначаны роўненька для таго, для чаго вы кажаце, каб чалавек бачыў, як ён, ну, напрыклад, ці ходзяць плечы туды-сюды, да, калі ён выконвае нейкае практыкаванне, да, наколькі правільна ён яго выконвае. І вы можаце як бы паставіць у сваім люстэрку узор, да, узор, і гэты узор будзе, чалавек перад ім стаіць, робіць практыкаванне, а ён яму распавядае, ты неправільна робіш, да, то бок так, сяк, подцягніся і яшчэ і лічыць, колькі разоў чалавек што зрабіў і кажа яму, што рабіць далей. Да, мы можем приходить в зал и говорить, вот у вас зеркала, давайте заменим на наши зеркала, и при этом ваша выручка увеличится на какое-то там количество процентов, потому что люди, скорее всего, будут пользоваться этим приложением и там будут платить какую-то там мзду, то есть, в смысле, какую-то денежку месячно, а мы будем с вами делиться. Но оно, получается, что-то пикает или там какие-то лампочки зажигаются? Нет, ничего не пикает, потому что, когда вы занимаетесь фитнесом, вы, скорее всего, слушаете музыку или подкасты, поэтому звук и голос не самый лучший способ взаимодействия. Просто человек отрымливает невеликий удар током. Мы думали об этом, но самое все проще просто текстовая информация, или когда, допустим, мы показываем точки на вашем теле, и, допустим, если локоть его неправильно делать, он становится красный. Или там, то есть все суставы, они подсвечиваются, и говорится, что это там неправильно происходит. А вы проводили какое-то исследование, вот насколько вы повышаете эффективность тренинга? Например, я не знаю, вот ваши конкуренты, Rocket Body, другой стартап белорусский, они повышают эффективность на 120%. Насколько у вас? А як яны это вызначили? Ну, они исследования проводили. Ладно. Ну, смотрите, мы же сейчас находимся на достаточно ранней стадии, то есть мы все-таки фокусируемся больше на технологии, у нас как таковых не было большого количества тренировок у людей. Вот, но так, чисто из истории, я сейчас, как говорится, лето, и скоро надо худеть, я сейчас с помощью нашей технологии, которую обкатываю, я поставил себе цель похудеть на 15 килограмм до 1 июня. Вот это будет достаточно эффективно, я думаю, сколько раз в неделю? Сколько раз? 3 раза в неделю. То бок у вас есть уже нейкі прататып ці прататыпы, дзе можна, ў прынцыпе, ён, відаць, стаіць недзе ў офісе, да? Это нейкая люстэрка, і перад ім вы там займаецеся, а ёсць дзённік які-небудзь, ну, я не ведаю. Ну, я веду свой личный дневник в записках. Не опубликуйте пакуль што. Ну, там мои эти фотографии без майки, пока что я не готов. Ну, мне здаецца, што каб вам поверылі, тут чисто журналісцкая заўвага, каб вам поверылі, все ж таки трэба абазначаць як-небудзь сыходны момант вот ужо зараз обозначить, а летом, ну вот, типа, все было шчыра, вот там вот вы можете почитать, это опубликовано давно, як это было, вот, а зараз, у меня был просто такі проект с кроссфит-залом калісьці, я быў таким пельменем, пайшоў в кроссфит. Вось, і мы зрабілі 3 публікацыі за месяц. Вельмі цікава тое, што за месяц я ніяк не змяніўся амаль. І я быў гатовы расчаравацца, і нават быў гатовы напісаць, фигня этот весь ваш кроссфит, да, что я як важил там 77 килограмм, так я и важу. Вось, але вынікі пачаліся пасля. Да, ну посмотрим, как пойдет. Ведаеце, што яшчэ хацеў, вот такая заўвага. Мне здаецца, псіхалагічна шмат людзей у трэнажорных залах вообще не звяртаюцца да трэнераў. Вот мне здаецца, што есть такая праблема. Людзі, яны ходзяць самі нешта там цягаюць железа, да, вось, і от для такіх людзей, мне здаецца, гэты стартап, это вельмі крутое выйсце. Ён дазваляе чалавеку не бороться внутры сябе з гэтай сацыяфобіяй, да, вот параду,
А все ж мы боимся зараз смеяться з нас будут, да, что я тут пытаюсь нейкую лухту, да, вот это вот все. Можно просто стать перед люстерком и начать робить правильно, неправильно. Все верно, и будем даже этим чуть дальше. На самом деле тренеров-то в мире хороших достаточно мало. Да, и поэтому люди, ну, их там какое-то ограниченное количество. Ну, в каждом зале они есть. Да, нет, они бесспорно есть в каждом зале, но их там не тысячи, там, возможно, их десятки там. Вот. А при этом люди тренируются достаточно в стандартное время, они тренируются после работы или перед работой. То есть, в принципе, это окно около там 8 часов в сумме. То есть один тренер в день может тренировать там 8 людей, там, плюс еще, может, днем кто-то приходит к нему. Вот. То есть, как бы, пропуская способность зала, и тренировка ограничена. Если у вас есть зеркала, то вы их можете в любом количестве, там, 10 зеркал, 20 зеркал поставили, и вот ваши люди тренируются в свободное время. Мне вот, честно говоря, я с тобой не совсем согласна. Мне кажется, это вопрос человека, который никогда не тренировался с тренером. Правда, Валентин? Так большинство. Потому что, ну, я не считаю, что большинство. Сейчас очень много, ну вот, ведь периодически хожу, хотя похудание для меня тоже актуально. Что кожный человек до своего першого звороту до тренера – это человек, який не тренировался с тренером. То бок все люди мусяць нейкім чынам сябе перабароць і першы раз да трэнера звярнуцца. Далей добра, і натуральна ён зразумее, што класна займацца з трэнерам, але ён мусіць пачаць, а это самая галоўная праблема. Сложный вопрос, я думаю, нужно что-то исследовать, но, по сути, там, вспоминая свой личный опыт, я точно приходил в первые там, разы в зал без тренера, пытался что-то делать, но только потом ты понимал, что нет, эффективность все-таки совершенно не та, ты не понимаешь, что делать, как это делать правильно и так далее. И ты уже дальше... Но, опять же, найти своего тренера тоже вопрос. Да. Это как найти своего психотерапевта. То есть, действительно, есть много разных людей, которые просто не подходят вам по психотипу, допустим. А у люстерку ты бачишь кого? Ну, люстерка все равно, оно так не может сильно заменить, потому что оно не пропишет себе рацион питания или не даст тебе нужную мотивацию. Да, до речі, вот у нас, мені здається, у нас перший стартап у програмі, який розпрацював нейкую інженерну Якую корисную рэч? Да, ну не, инженерную штуку, вот не просто некий программный комплекс, да, а вот то, что можно помацать, там куда-нибудь поставить и так далее. Я бы с радостью не делал инженерный комплекс, если бы это можно было сделать по-другому. Ну, але, в принципе, мы атрымалі адказ на пытанне, чым трэнер адрозніваецца ад большасці, ну, ад фітнес-трекераў, якіх шмат і так далее. Тут все нашмат больш сур'ёзна. Можно вопрос вот немножко вдогонку твоему вопросу? Юлия, давай ты задашь пытанне, але пасля этого мы сыдзем на паузу, якая тлумачыцца навінамі і песняй. Вось, і мы вот гэта пытанне запомним, да, і з яго пачнем наступную частку программы. Задавай. Хорошо, питание у меня такое. У вас получается хардверный стартап. Вот каковы ваши технические челленджи? Вы работаете с технологиями компьютерного зрения. Как, насколько все бесперебойно работает, как зависит от освещения? И как быть, например, если зеркала запотели? Потому что есть такие спортсмены, от которых просто зеркала потеют. Адчуваецца досвід наведвання трэнажорных залаў. Ну, Юлій, к сожалению. Гарячыя спортсмены. Гарячыя. Да. Значыцца, з гэтага пытання, якія чэлленджы менавіта тэхналагічныя стаяць перад распрацоўшчыкамі стартапа «Трэнер», мы пачнем наступную частку размовы. Зараз перарываемся літаральна на 4 хвіліны, не пераключайцеся. Моя любов тримає за плечі, моя любов готує нам вечір, моя любов у серці ховаю, моя любов від раю до краю, моя любов невідома дорога, пішки я йду без допомоги. Мапи нема і ніколи не буде, тут спати не можна, ніхто не розбудить любов. Любов моя, любов, о любов, любов моя, любов. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Расійскі амбасадар у Беларусі Михаил Бабич адведаў Віцебск і фабрыку «Белвест» і там пракаментаваў заяву МЗС нашай краіны. Нагадаю, прадстаўнік МЗС Беларусі Анатоль Глаз заявіў, што амбасадар Бабич не зразумеў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай і рэгулярна хапаецца за набор лічбаў, што ператварае яго ў рахункавода ці падаючага надзеі бухгалтара, канец цытаты. Верагодна, гэта і ёсць верх дыпламатычнай школы, адказаў Бабич. У яго форме у гэтай заяве няма нічога дзіўнага, але за формай трэба разумець змест. А змест такі, што шумавінне і балбатня сыдуць, а мы аб'ектыўна ацэнім аргументы і расійскага, і беларускага боку, ды выпрацуем узаемапрымальнае рашэнне на карысць нашых народаў, сказаў амбасадар Бабич у Віцебску. Александр Лукашенко віншуе суайчыннікаў з Днём Канстытуцыі, які адзначаецца сёння 15 сакавіка. Сёлета Канстытуцыі Рэспублікі Беларусі 25 год. Абапіраючыся на прынцыпы асноўнага закона, наша краіна дынамічна развіваецца, зазначыў Лукашенко, падвышаецца дабрабыт, расце аўтарытэт Беларусі на міжнароднай арэне. Лукашенко пажадаў беларусам міру, дабра, шчасця, новых здзейсненняў на карысць айчыны. 11 сакавіка сканала дзяўчына 16гадовая, 10класніца ў Гомелі. Прычына – маланкавае развіццё менінгакокавай бактэрыяльнай інфекцыі. Гэта пацвярдзілі дактары. У Гомельскі гарадскі аддзел следчага камітэта ладзяць праверку, а ў горадзе ладзяць прафілактычныя меры ад гэтай страшнай інфекцыі. Еўрарадыё.фм. Гэта стартапніца, праграма пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць у іх грошы. У нашай студыі рэдактарка Белбіз Юлія Нехай. Нагадаю, гэта сумесны праект Еўрарадыё і Белбіз. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. І наш госць Валентин Завадскі, фаундер праекта «Трэнер». Трэнер – гэта больш, чым проста дадатак. Гэта, ну, як я разумею, люстэрка, якое стаіць у трэнажорнай зале, люстэрка ці шэраг люстэрак, перад якімі займаюцца людзі, фітнес ці нешта больш сур'ёзнае, жорсткае, да, work hard or go out. Вось, і гэтая люстэрка падказвае чалавеку, як ці правільна ён выконвае практыкаванні, да, што яму трэба выправіць, колькі яшчэ засталося на сёння. Мы спыніліся на пытанні, якія выклікі менавіта тэхналагічныя, тэхнічныя стаяць перад распрацоўшчыкамі стартапа. Вы ўжо сказалі, што это хуткасць кампутараў, здольнасць кампутараў апрацоўваць інфармацию. Что яшчэ? Не совсем компьютеров в том числе, а скорее алгоритмов, которые сейчас, в принципе, используются людьми для нахождения частей тела, вот, плюс частично, если вы никогда об этом не задумывались, то ваш телевизор тоже показывает недостаточно не быстро картинку, он показывает там в лучшем случае около 10 миллисекунд, что кажется довольно малыми цифрами, вот, но по факту, когда ты начинаешь делать похожий проект, это начинает немножечко тревожить. Вот. Плюс в какой-то момент времени мы очень много делали прототипов в гараже у нашего фаундера, вот, и поняли, что нам нужно более высокоточное оборудование, типа станки, там, резко и прочее. К счастью, мы нашли компанию белорусскую, которая нам с этой проблемой помогла и решила ее. Вот. Конечно же, хотелось бы, чтобы ты там придумал любую запчасть, которая тебе нужна, и ты сразу ее получил, но, конечно, нам приходится привозить их там из Китая, из там разных стран мира, вот, чтобы как-то экспериментировать над железной частью. Но, по сути говоря, мы очень много времени потратили, чтобы собрать вот новую версию нашего тренера, которую вот сейчас мы тестируем, наши уже алгоритмы, и, наверное, около 5 месяцев мы этим занимались. То есть вначале мы сделали первую очень простую, вторая была более сложная, и сейчас мы как бы довольны железом, мы довольны тем, что она нам дает. Ну, какая получается у вас точность распознавания? Точность распознавания — это хороший вопрос, зависит от алгоритма, от качества картинки и многих вещей. То есть, по сути говоря, мы достаточно точно распознаем вас, чтобы вы видели это на экране хорошо. Вот. Но при этом, конечно же, там, если мы там, уменьшаем размер картинки и многие вещи, то оно меньше распознает. Поэтому тут вот вопрос, какая у вас точность распознавания, нет ответа никакого. То есть нет такого 93-7%. Нет, потому что это очень разное. И а такие моменты, как вот освещенность, да, светла у зале, іншых людей, які ходять навокол, за вашей спиной.
то, что зеркало запотело, абсолютно без разницы. Главное, чтобы окуляр камеры не запотел, потому что мы все-таки получаем информацию с камеры. Вот. По поводу освещенности и людей, это хороший вопрос. Вот. В целом, как бы, те алгоритмы, которые мы сейчас разрабатываем, смотрим и думаем, они достаточно неплохо работают и в плохом свете, и в хорошем. Поэтому в зале всегда хороший свет, не забывайте об этом. Там нет такого, что вы там в полуподвале в темноте занимаетесь. Поэтому такой проблемы в принципе там часто не бывает. Ну, ёсць, але наўрад ці ў такіх залах будуць выкарыстоўваць такія тэхналогіі. Да. Ну, это скорее ваш зал дома в подвале. Вот, возможно. Слухайте, што я пачуў, стартап пачаўся ў гаражы. Да, при этом самые великие компании этого света. Да, но при этом мы все еще экспериментируем с алгоритмами, смотрим на различные там решения, мировые решения и прочее, чтобы как-то их улучшать и делать там более быстрыми. Сейчас они все еще недостаточно нас удовлетворяют. Яшчэ одно пытанне, якое вот крыху мы літаральна крануліся ў папярэдні час, гэта пытанне ўзаемадзеяння з іншымі спецыялістамі. Бо, напрыклад, да нас прыходзілі распрацоўшчыкі медычных стартапаў, і яны ўвесь час падкрэсліваюць, што іх стартапы не выдаюць рэцэптаў, не выпісваюць лекаў, яны толькі падказваюць, што вам трэба звярнуцца да доктара, да, то бок не канкрэтнай рэкамендацыі. А вось ваш стартап, ён, у прынцыпе, ўжо дае чалавеку канкрэтныя інструкцыі. Вось, і мне здаецца, што тут ёсць не толькі, ну, самастойнасць, да, вот перавага, але і прастор для юрыстаў вельмі вялікі, да, і адказнасць. Як вы плануеце вырашаць пытанні, калі, напрыклад, нехта будзе выконваць перад люстэркам заданні і зламае сабе руку, ці ўроніць там гантэлю на нагу, да, и будзе скардзіцца, што менавіта вы виноваты в этом, а не ён. Но мне кажется, всегда эта история про пользовательское соглашение, правильно? Когда вы говорите, что вы купили нож, но если вы убьете человека, мы не виноваты. Вот если вы, как бы, вы пользуетесь наш продукт, но если вы гантели убьете другого человека во время, когда будете махать руками, мы не виноваты, это не наша вина. Мы всего лишь даем вам рекомендацию о том, как надо делать. Ніколі не читал крысталінскае пагадненне на нож, калі шчыра, але дапускаю, я думаю, што такое там есть. написано, эти проекты, не заб'еш чалавека. практика. Да, і в прынцыпе ёсць тут такая сітуацыя, што ніхто ніколі не чытае карыстальніцкія пагадненні. Но этим все пользуются юристы, они на этом зарабатывают. Да, але в прынцыпе вот я не ведаю, як у капіталістычных краінах, да, але ў нашай краіне я не выключаю, што той же суд, ну, мы вельмі абстрактную зараз сітуацыю разглядаем, да, і ён стане на бок чалавека, які скажа: я не читаю это ваше пагадненне на 15 сторонок, чаму я мусіў, вы зрабілі яго такім, каб я яго і не прачытаў, вот, тому вы виноваты, а не я. У нас же социальная держава, суд на боку людей. Ну, то есть вы хотите сказать, что если я своим айфоном с 5-го этажа кину человека в голову, и он умрет, то можно сказать, что я не читал пользовательское соглашение айфона, то, что нельзя кидать айфоны с 5-го этажа в людей. И выиграю у Apple суд. Наверное, нет. Ну, я думаю, есть грани. Вы могли побудовать так, конечно, свою стратегию обороны. Але не ведаю. Ну, ладно, тэарэтычна, да, тэарэтычна можна сапраўды карыстальніцкім пагадненнем гэта пытанне вырашыць да пэўнай ступені. Вось, але мне здаецца, што ну вот тут ёсць проста дадатковы, ну такая дадатковая грань, да, тое, што калі вы ўсё ж такі рэальна кажаце чалавеку, што яму рабіць, ён можа, не ведаю, пасля ну, зрабіць там, ну, быць незадаволеным, прынамсі, да, да, тым, ну, як гэта согласитесь, працуе. что наша проблема абсолютно отличается от проблем других фитнес-приложений, которые точно так же дают вам рекомендацию, что есть сегодня и что делать, и то есть я не думаю, что мы такие единственные в этом мире и уникальные, которые там решают эту проблему первые в этом. То есть явно это не та проблема, которая, в принципе, может долго разговаривать. Ну, с люстерком вы такие... Да, ну, в смысле, что именно с точки зрения проблемы, вот, там, то, что мы говорим, даем рекомендации, человек их выполняет и что-то делает, это другое. У меня есть вопрос. Да. Пришел час монетизации, нет? Не совсем. Но по поводу монетизации все понятно. Это B2B и B2C. B2C для конечных клиентов, которые уже как-то поняли, что это такое тренинг, да, и B2B — это залы. Меня интересует, как вы вот планируете продвигаться, на что вы сначала хотите делать акцент, на B2C или на B2B, вот, стратегия продвижения, вот, еще вдогонку я знаю, что вы ездили в стадий-тур в Лондон, который организовала наша компания, вот, может быть, там у вас какие-то интересные мысли возникли по поводу продвижения?
Ну, смотрите, во-первых, еще раз подчеркну, что мы сейчас все-таки находимся на довольно ранней стадии нашего проекта, то есть мы только-только разрабатываем технологию, какие-то там упражнения программируем в наш проект, поэтому у нас сейчас там первичная цель добить вот это все до конца. Вот. После этого, конечно, мы хотим запустить небольшой пилотный выпуск с каким-то, может быть, залом, где люди действительно могли попользоваться. Я думаю, что мы готовы будем предоставить зеркала бесплатно, то есть не продавать их владельцам, просто чтобы получать какой-то отзыв от людей, как им нравится, не нравятся какие-то проблемы. Вот. После этого, как в любом хардварном стартапе, это идея сети дистрибуции, которую ты начинаешь делать по всему миру, где-то производство там и многие-многие вещи. Но для этого, конечно, нужно будет финансирование. То есть до момента, когда вот мы делаем пилот, мы, в принципе, самофинансируемые, и нам так не то, что прям очень интересно сейчас брать много денег, потому что инвесторы будут нас... Ну, нам скорее интересны целевые инвесторы. То есть, если там пришел человек и сказал бы, у меня там 100 залов в мире, хочу ваш проект, нам бы это было интересно. Вот. Какая была часть последнего вопроса? Студитур в Лондон. Да, в Лондоне, естественно, было довольно много интересных мыслей. Вот. Во-первых, очень много интересных мыслей в плане финансирования в Лондоне, потому что мне понравилась лекция о том, как государство поддерживает финансирование ранних компаний у себя в стране, то, что они гарантируют там, то есть у них там, если там очень сильно упростить и обобщить, то там ты можешь вложить 100 тысяч фунтов в стартап, и ты рискуешь всего лишь 20. То есть, по факту, 80 тысяч тебе, если там все прогорело, и стартап не выстрелил, вернет государство. Система гарантий такая. Да, достаточно интересная система гарантий. И, в принципе, такое есть в любой, наверное, стране Европы, и там и в США есть такие же проблемы, когда они насчет налогов возвращают себе деньги. Поэтому это натолкнуло на определенно интересные мысли вообще о финансировании в целом, потому что, ну, если бы я, вот, допустим, был человеком, у которого было много денег, который мог бы там финансировать, да, ты же практически там очень мало чем рискуешь, вкладывая в любые стартапы, поэтому там это всего лишь вопрос техники, как получить финансирование для там early stage стартапов ранней стадии. Увогуле, вот ваш стартап, ён арыентуецца на Беларусь, ці вы не ставіце сабе за мэту менавіта беларускія залы, беларускіх трэнераў уцягваць у гэты праект? Я разумею, што люстэрка можна ў любым зале па ўсім свеце паставіць, в прынцыпе, такое. Да, конечно, нет, мы точно не ориентируемся на Беларусь, потому что все-таки рынок фитнеса, там, сравнить рынок фитнеса в Беларуси, не знаю, даже в России, а если мы говорим там в мире, то это там абсолютно разные цифры, вот, но при этом как бы мы не против запускать какие-то пилотные маркетинговые истории именно на нашем рынке, потому что разница, что мы будем запускать ее здесь или в Германии, ну, собственно, никакой, там такие же люди также тренируются. А вот момент с инвестициями, ну, в Беларуси оно сейчас только еще прорабатывается, законодательство о том, чтобы, например, там тем же бизнес-ангелам было проще инвестировать, да? И вы планируете привлекать инвестиции здесь? Вообще нужны ли они вам? Какие суммы вам нужны? Либо вы хотели бы сразу вот искать какие-то иностранные инвестиции? Пробовать акселераторы, например. Я думаю, проблема часто заключается в том, что когда вы находите инвестора, он часто диктует вам условия своей сделки. То есть вы, так сказать, тут не часто не находите позиции силы. То есть вы говорите, нет, только Беларусь, мы не возьмем $1 миллион. Да, такое редко бывает. Поэтому тут хотелось бы, конечно, делать все здесь, но многое, что еще не готово для таких вещей. Поэтому я думаю, что это будет какой-то другой вариант. А калі дзяржава беларуская вось вам прапануе нейкае фінансаванне. Вось толькі што казалі, што у Брытаніі дзяржава пакрывае нейкія гранты. Да, но они не финансируют напрямую, они за счет налогов возвращают вам часть налогов ваших. Вот немножко другая система работы с этим. Ну, там гранты можно получить, это проще гораздо. У нас таких инструментов нету, к сожалению. Но в целом, вот гипотетически, вы бы взяли деньги у государства. Это сложный вопрос, я о нем не думал и не уверен, что быстро готов на него ответить. Вот, гипотетически, опять же, нам сейчас все-таки интересны больше целевые ребята, то есть государство вряд ли нам помогло бы вот именно с распространением, с маркетингом и прочими вещами. Конечно, если бы оно не повесило где-нибудь там на каждом билборде социальную рекламу тренера, но это было бы очень странно, согласитесь. Ну, в принципе, наша держава, она
Прынамсі на словах шмат робіць для здаровага ладу жыцця, да? На самым высокім узроўні гучыць тое, што лад жыцця мусіць быць здаровым. Пакінем там пытанне продажу сігарэт там і гэтак далей. Вось гэта магчыма тое, што дзяржава можа для вас зрабіць, ну як такая ў межах сваёй палітыкі, а далей ўжо вашыя ўласныя высілкі. У мяне правакацыйнае пытанне ёсць. Калі вы да лета вот з дапамогай трэнера не схуднееце на 15 кілаграм, калі вот не спрацуе яно, вот, а наадварот набярэце вагу, хаця справа, як мы ведаем, не толькі ў вазе, бо мышцы важаць больше, чем тлушь. На самом деле, да? Если он не будет правильно питаться, то, скорее всего, ничего не произойдет. Это хорошая гипотеза, потому что, на самом деле, я никак сейчас себя не ограничиваю в еде. Буквально до эфира ел шаурму, и было все достаточно неплохо. Просто, наверное, качество этой еды, да, и количество, вот, я тоже там не меняю. Проблема, то есть у меня есть такая теория, которая говорит, что все-таки, если ты там занимаешься достаточно активно там много раз в день, вот, то ты как бы все-таки увеличишь количество потребляемых калорий, и там и тело понимает, что там у тебя там 2200 расходов, там 2000 тебе потребил, 200, да, 200. Здесь очень много углеводов, а белка мало. Да, но качество тела хорошего не будет. Да, но я в своем питании ничего не менял. То есть я вот начал заниматься нашим продуктом. Конечно же, там опять же наш продукт все еще не достаточно хорош, чтобы делать все упражнения, поэтому какие-то упражнения делаю не с ним. Это логично, да. Вот, но тем не менее я ничего не менял в питании, но стал более активный и начал вести более активный образ жизни. Я думаю, это сработает. В прошлый раз сработало. Ну, мы можем вернуться в июне. Можем вернуться в июне. Мне здаецца, што тут ізноў ёсць нейкая дадатковая магчымасць, да, якая адкрываецца перад стартапам, гэта супрацоўніцтва з брэндамі спартовага харчавання, да, гэта распрацоўка нейкіх паралельных праграм з дыетолагамі, да, вообще круто. Я даже больше интересных вопросов. По сути говоря, наше зеркало — это же экран. И пока ваши люди не занимаются в зале, за этим зеркалом там можно показывать рекламу. Да, вот коли займаются, там можно показывать рекламу. Супер таргетированную рекламу, между прочим. Это тоже довольно одна из интересных идей монетизации, но это уже когда у вас будет большое количество зеркал. У меня тоже есть каверзный вопрос. Поехали. Я, насколько поняла, работу в стартапе ты сочетаешь с работой в IT-компании Rabiroid, да? Да. Вот. И как вот, причем даже, кстати, интересный момент, в декабре ребята выкатили новый релиз приложения для что-то про автомойки связанное. Да? Вот. То есть как вот вообще ты это сочетаешь все? То есть это для того, чтобы вот были ресурсы для развития тренера, да? И вот, не боишься ли ты вот этой вот опасности расфокусировки, что, ты не резиновый и не получится в итоге? Это отличный вопрос, и вообще тема work-life balance для меня всегда очень интересная, вот, но я такой человек, мне в жизни очень повезло. Вокруг меня есть отличная команда, которая помогает мне. То есть я же не один это делаю, то есть я скорее часто являюсь человеком, который больше вдохновляет людей делать наши проекты и как-то их везет и пытается их там как-то направлять. Вот. Конечно же, там какую-то часть я тоже делаю сам руками. Вот, поэтому все будет в моей команде. У нас есть в моей компании отличная команда, которая там просто замечательных ребят, и которые в том числе, когда я там прихожу, говорю, ребят, может, нужна помощь, они помогают и делают. Поэтому я не так сфокусирован, у меня есть определенный фокус, просто он там меняется со временем. Получается, сколько человек работает над тренером и сколько часов в неделю вы ему уделяете? Над тренером работает 4 человека, 4 фаундера. Вот. Мы в неделю уделяем порядка 20-30 часов этому проекту. Вот. То есть это скорее, часто это работа, конечно, офф-тайм по выходным и так далее, но тем не менее, там с 4 дня мы работаем над проектом. Какие ваши ближайшие планы? Опять же, извиняюсь, кроме твоего похудения. Давайте ўсё ж такі мы пытанне планаў, да, вымушаныя адкласці, яно будзе пакрытае таямніцай. Я отвечу кратко. Захватывать весь мир. Весь мир тренер, беларускі тренер захопіць весь свет. Гэта такая у нас выснова. Сябры, вельмі цікавы госці, вельмі цікавы стартап быў сёння у нашай стартапніцы. Валентин Завадскі, тренер. Все гэта можна паглядзець яшчэ раз праз нашы сацыяльныя сеткі на YouTube. Можна задаць Валентину пытанні, мы іх яму перанакіруем. Зараз нам час развітвацца. Юлія Нехай, рэдактарка Белбіз, Павел Свердлоў з Еўрарады, Валентин Завадскі, стартапніца. Пабачымся праз тыдзень. Да пабачэння.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё.